Здравствуйте! Сегодня у нас на канале очень важная и очень интересная тема за всех тех, которые рассматривают переезд, инвестиции и долгосрочную жизнь в Болгарии. Разберем, кто на это имеет право, что такое ВНЖ и что такое ПМЖ. Иностранцы в Болгарии попадают в двух больших групп. Первая группа – это иностранцы с европейских государств. Они пользуются всех благ, как и всех болгарские люди. То есть они имеют право жить, они имеют право работать, они имеют право на систему здравоохранения, социальной системе. То есть они имеют право очень полноценно жить в Болгарии. Единственное условие, они должны регистрироваться до 90 дней, что они проживают в Болгарии. Какая вторая? Вторая большая группа, которая создает очень много вопросов, это люди, которые приходят из третьих стран. Какие эти третьих стран? Третьих стран это люди с государства, как, например, Казахстана, как с Россией, как Украина, как Канада, США, Израиль и очень многих других стран. И именно для них мы будем рассматривать, что такое ВНЖ и что такое ПМЖ. ВНЖ это временное право на жизнь в Болгарии. Оно обычно дается до разрешения в срок до 1 года. Кто имеет право получить ВНЖ? Что является основанием для получения ВНЖ? Значит, одно из оснований получения ВНЖ является работа. То есть вы должны иметь трудовой договор с болгарской компанией, вы должны иметь разрешение от службы занятости, и на базе этого вы можете кандидатствовать на временное место жительства. Какая вторая группа этих людей? Это так называемая бизнес-группа. Бизнес-группа, если вы являетесь представителем иностранной компании, которая имеет свой филиал в Болгарии, и вы как-то отвечаете за ее деятельность со стороны Болгарии. То есть компания имеет свой регистрированный филиал, и вы работаете в этом филиале. На базе этого вы можете кандидатствовать на временное место жительства. И такой второй пункт есть, если у вас есть у самого такая компания, регистрированная в Болгарии, она функционирует, она работает, есть оборот, есть доход, вы отчитываетесь, то есть это живая компания, на которой вы можете, на базе которого вы можете кандидатствовать на временное место жительства. Что важно насчет временного места жительства, я забыл сказать, что его надо продлевать каждый год за год. Какая третья группа? Это люди, которые приходят обучаться в Болгарии. Это студенты, которые приходят учиться в вузах в Болгарии. Это могут быть ученики, которые приходят в частных школах учиться или в международных школах. На базе учебы они могут также кандидатствовать на временное место жительства. Очень важная и интересная группа – это финансово обеспеченные лица. В том числе, кто там входит в этом финансово обеспеченные лица. Это пенсионеры. Это очень много вопросов насчет этого. Да, это пенсионеры. Другая группа лица – это лица с доказанным пассивным доходом. Например, как аренда, дивиденды, люди, которые имеют пенсии. Третья, группа существует в этом финансово обеспеченных лиц, это лица, которые приходят по воссоединению семьи. То есть это лица иностранных граждан, которые воссоединяются к их родственникам, которые уже законно пробивают в Болгарии. Например, муж может пригласить свою жену и кандидатство за нее получить временное место жительства. Но этот человек, еще раз повторяю, должен быть на официальном статуте, на разрешенном статуте, который имеет право жить и работать, который имеет право жить в Болгарии. Также могут получить это право
лица, которые являются части семьи българских граждан. Тоест, если български граждан женился в одной из этих стран, он может подать, и вы можете на базу этого получить временное место жительства. Кто еще может прийти жить в Болгарии по ВНЖ? Это так называемые диджитальные номадсы. Это очень популярная сейчас группа людей, которые работают за обычно иностранные компании, которые работают на удаленку, работают из Болгарии, но доходы получают от этой компании, они переводятся в Болгарии, они показывают, что имеют доход, и они на базе этой работы и этих доходов получают право жить в Болгарии. Такая группа людей очень много сейчас в городе Банско, там, где у нас есть очень много запросов о покупке жилья. Так, что такое туристическая виза? Туристическая виза, ребята, не дает право на временное жительство в Болгарии. То есть вы можете прийти, если у вас есть спогодба из Болгарии, прийти как целью туризма, как туристом, вы можете быть в стране до 90 дней. Есть страны, которые Болгария имеет договоренность безвизово приходить до 90 дней с целью туризма. Есть страны, которые требуются визы. Но это не влияет вашего статуса в Болгарии. То есть, если вы приедете по туристической визе, вы не можете кандидатствовать за временное жительство в Болгарии. И этот срок, который вы пробыли в стране, не считается потом, когда вы кандидатствуете, если вы будете кандидатствовать. Так, что такое постоянное жительство в Болгарии, так называемое ПМЖ? И кто имеет на это право? Это статус, который дает право жить без ограничений, без сроков, работать, пользоваться социальной системой здравоохранения. И какая это основная дорога, чтобы подойти к этому статусу? Чтобы подойти к этому статусу, вы должны быть 5 лет легально проживать в стране. То есть иметь и непрерывно, это очень важно, легально и непрерывно проживать в стране. Есть некоторые исключения, которые даются для членов семьи болгарских гражданинов, ребенок, который родитель болгарский гражданин, некоторые некоторые большие инвеститоры, они тоже могут иметь исключения, а также некоторые гуманитарных случаев. Так что здесь эта категория, вы должны быть легальным в стране 5 лет, скорее всего, это ВНЖ, вы должны иметь, год за год заверять, не иметь криминальных рекордов, показать какие-то хорошие знания болгарского языка, чтобы получить право на место жительства. На 2026 год здесь очень интересный статус, который еще продлевается, это у гражданинов Украины. У них еще в данном моменте существует временная защита. Что такое временная защита? Временная защита это когда Европейский Союз дает специальный статус, то есть эти люди имеют право работать, они имеют право жить, они имеют право образовать своих детей, давать их в школу. То есть они имеют всех этих прав, которые даны по исключению за определенный срок времени. Насколько я знаю, он продлен где-то до апреля 2026 года. Потом снова будет рассматриваться. И, скорее всего, судя по всех этих политических новостей, которые приходят, наверное, еще будет продлен. Что важно здесь, очень важно знать, что это статус временной защиты вы не можете пользоваться потом, показать, что вы пребывали в определенный срок в Болгарии для получения ВНЖ или ПМЖ.
Тоест, срок для получения, скорее всего, ПМЖ, не ВМЖ. Срок это не засчитывается. Так что, если вы гражданин Украины и планируете жить долгосрочно в Болгарии, на данном этапе для вас, наверное, скорее всего, будет есть другой дороги. То есть пойти как гражданин третьих стран. То есть кандидатствовать за временное место жительства. Тогда уже начинают все эти сроки текти, и если вы будете 5 лет полноценно проживать в Болгарии, потом вы можете кандидатствовать на постоянное место жительства. Какой последний статус? Значит, когда вы жили по временное жительство, потом вы жили по постоянное жительство, жили еще 5 лет по постоянное жительство, вы можете кандидатствовать для болгарского гражданства. Болгарское гражданство, если у вас нету криминальных доходов, криминальных каких-то происшествий, если вы имеете свои доходы, вы разговариваете, знаете болгарский язык, вы мирный человек, вы можете все эти ступи вы прошли, вы можете кандидатствовать за болгарского гражданства. Наверное, это звучит немножко сложно, но это действительно так, потому что очень много случаев, которые люди имеют, и очень разные вопросы, у каждого разные ситуации. Поэтому, если какие-то у вас вопросы, пожалуйста, задавайте мне вопросы здесь на канале, я буду стараться делать темы по ним и отвечать. Я могу персонально отвечать, я могу дать консультации, если вам что-то интересует. Канал «Жизнь в Болгарии» создан как раз для людей, как вас, сделать ясноту, показать путь, показать дорогу, как это сделать. Так что, ребята, если вам информация была интересная, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, это помогает каналу существовать, дает мне стимул работать дальше. И скоро увидимся, до новой встречи.